Всем доброго утра, хорошего начала дня. Это программа «Салям». Дмитрий Каретко, Альбина Ксимханова. Мы продолжаем. 3 июня в Music Hall 27 состоится концерт группы Бугера, известный своими искренними, проникновенными песнями. Лидер-основатель группы Софья Бугера этим утром заглянул к нам в гости в компании с удивительным, известнейшим музыкантом Олегом Макаренко. Доброго вам утра. Доброго утра. Да, я вас поздравляю. Спасибо. С тем, что, во-первых, вы у нас в гостях, это Это уже праздник, да? А во-вторых, Софья, с очередным концертом в Уфе. Вы сейчас живете не в столице Башкортостана, хотя родом отсюда, если не ошибаюсь, да? Ну, расскажите, почему именно в нашем городе вы стабильно летом, в начале лета, если не ошибаюсь, даете концерты? Уфа — это мой родной город, и мне очень хотелось бы, чтобы все мои близкие пришли, друзья, бабушки, дедушки. Бабушки и дедушки — это, конечно, целевая аудитория Music рок-группы. Hall 27? Да, Music Hall 27. Ну, давайте поговорим о концерте. Что он из себя представляет вообще, Софья? Это будет концерт благотворительный. 50% с продажи билетов пойдут в благотворительный фонд «Изгилек». Это будет концерт с новыми песнями, с новыми музыкантами и другой немного программой. С новыми... Но не начинающими музыкантами, если говорить. Вообще не начинающими. Да. Заканчивающим уже, видимо. Олег, ну, поговорим о музыкантах. Софья талантливая певица, да, и, конечно, она под свои знамена пригласила известных артистов, известных музыкантов. Кто, кроме Олега Макаренко, будет принимать участие? Но люди знающие, люди понимающие, они по фамилиям поймут, что... Ну да, то есть это будут достаточно известные наши уфимские музыканты. Это Булат Аминов у нас будет играть на гитаре, собственно говоря. Лидер-основатель группы «Дамаск». Вот, и Руслан Исламов играет на ударных. Это ударник группы «Год змеи». Вот, и... С козырей, да, сразу. А что, на самом деле, А что да. скрывать-то, да? Что скрывать? Шутка же ходит такая: Софья Бугера и группа «Полгода змеи», понимаешь? Это же как бы уже проверено временем. Вот. Ну и плюс в концерте будут сюрпризы определенные. То есть, может быть, еще одна четверть группы «Года змеи» подтянется. Так что... Возможно, коллаборации с другими артистами. Да, это модное, красивое Конечно. слово. Коллаборация. Да, кто-то терпеть это слово не может, ну, а мы частенько его употребляем. Прикольно звучит, слушайте, коллаборация. Ну и скороговорка с утра так на всякий случай. Хочется все-таки узнать, что будете исполнять, какой будет репертуар? Песни все будут мои, как всегда. Несколько, сделали с ребятами новую программу, да, в плане песен, которые мы уже выпустили. Если вы не знаете или, может быть, знаете, последний год я работала с Виктором Дробышем, и мы выпустили на первом музыкальном издательстве несколько песен. Тот самый Виктор Дробыш, Да, это Знаменит. известный его Да, он продюсер. у нас один. Вот, и как раз вот эти песни будут, и еще несколько новых сделали с Олегом как раз в акустике. Ну и плюс коллаборации. Слушайте, ну коллаборация — это значит исполнение с кем-то, такие тандемы, да? Но будут, возможно, еще какие-то известные артисты, которые всегда хотели спеть с вами песню, чтобы им аккомпанировал Олег Макаренко? Конечно, будет, как всегда, Алексей Марковников. Ну, это сразу еще четверть группы, так сказать, «Года змеи». И еще я познакомилась с клевыми девчонками, с дуэтом Twins Call, может быть, их знаете. Это мой любимый дуэт. Что, правда, что ли? Как вы говорите? Твинс, близняшки? Call, да. А, близняшки, ну понятно. Да, вот, мы Тоже сделали, поющие. мы сделали с ними очень клевую песню на 3 голоса, прям моя, как я называю, моя консерваторская душонка, прям насладилась этим моментом, идеальными трехголосиями, в общем. Вот. Идеальное трехголосие и 3 красивых девчонки на сцене, что может быть лучше, да, Олег? Да. Олег, ну мы понимаем, о чем мы говорим. А можно я про благотворительную часть быстренько задам вопрос? Есть уже какая-то конкретная адресная помощь, или вы просто помогаете фонду, который уже своим подопечным будет распределять финансовую помощь? Недавно я стала послом доброфонда «Изгилек», вот, и, собственно, с этого началась история с благотворительностью по концерту. Я думаю, что они найдут, как распределить средства, которые мы выручим. Ну, да, в любом случае, это посильная помощь тем, кому эти деньги нужны. Что касается вашей карьеры, Софья, вы сейчас в Москве живете, учитесь, да, если не ошибаюсь? Да, я учусь, получаю сейчас уже после среднего высшее образование. Вот, Музыкальное? Музыкальное, конечно. Я преподаватель по вокалу еще помимо этого всего. Сейчас я живу и работаю здесь, но я думаю, что это временно. Но все-таки планы уехать в столицу нашей необъятной.
Жизнь Да покажет. посмотрим, конечно, а вдруг тут закрутится. Ну, Так что ладно, Софья. разные бывает. Да, вот что касается концертов, которые вы и в Москве ведь давали, Да. расскажите, как там? Кто приходит? Наши башкирские ребята? Много приходит очень ребят из Уфы, по соцсетям, да, знают там, кто ВКонтакте прочитал, кто в Инстаграме. Я в Фейсбуке сегодня с утра увидел. Да, очень многие на самом деле действительно приходят из Уфы и неожиданно знакомые приезжают. Это очень круто. Мгм. Олег, ну давай, тебе хотел сказать, давай поговорим с тобой, да, давай. о том, Те. почему решили поработать с Софией. Ну, вы же известные музыканты. Да, мы Как с вы тобой нашли щас- друг друга, да? Да, как вы нашли друг друга, как вы вообще, в принципе, познакомились? Что тебя поразило в Софии? Ну, начнем с того, что знакомство началось, как я уже сказал, мы сегодня все утро пиарим группу «Год змеи». Софья работала в свое время с нашей группой определенное Ну, здесь школа такая мощная у Софии. определенное время Да, мы назад. даже на фестивалях как-то выступали, выходили. Нет, Было мы здорово. почему этого как бы факта не знаем, потому что по нам с Альбиной видно, что мы не особо рок-музыканты. Ну, да. В общем, вот, то есть знакомство началось еще с группы «Год змеи», потом как бы послушал песни, ну, песни зацепили, здорово. Зашло, что называется, да? Ну, песни от души. Когда человек пишет песни от души, с ним хочется Согласен. играть. Вот для того, чтобы вы сейчас... Вот это все слова, друзья. Сейчас наши гости исполнят отрывочек одной из песен, да, Софья? Что за песню мы споем? Песня «Гори». Песня «Гори», ваша песня? Да, моя Ну, песня, разумеется. конечно. Поехали. Ты так горишь, не говори мне, не изменить меня уже. Этот огонь бесконечно горит внутри, в обнаженной душе. Не объясняй, слышала я, что мир огромен и жесток. Если умру, пусть от меня останется хоть уголек. Гори, 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 гори ясно, чтобы мечта вовек не погасла, чтобы летела вдаль, как хотела, чтобы душа свободная пела. Эй, если путь тяжел, тернистый, далек, Господь, прошу, помоги. Если вдруг темно, пусть души уголек мне укажет, куда идти. Гори, 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 гори ясно, чтобы мечта вовек не погасла, чтобы летела вдаль, как хотела, и душа пела, 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 пела. Music Hall 27, концерт группы Бугера, Софья Бугера, Олег Макаренко сегодня были у нас в гостях в прямом эфире, спели песню, поговорили мы о музыке. Вам хорошего дня, друзья. Спасибо вам Спасибо огромное. огромное. Это было очень душевно, очень Спасибо. трогательно. Хорошего вам концерта. Гори, гори. Ну, это на весь день Мне теперь. нужно к педагогу по вокалу Софья Бугер. Будешь подпевать. Приходите. Ладно, задешево только, пожалуйста, я вас умоляю.